Здравствуйте, я Инура Кумушбекова. В условиях пандемии COVID-19 нами были разработаны рекомендации для транспорта по перевозке туристов с целью предотвратить заражение и дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Перед началом работы рекомендуется проведение полной генеральной уборки транспорта с применением дезинфицирующих средств. Очистку и дезинфекцию транспорта проводят минимум 2 раза за смену по следующему принципу. Очистка должна начинаться с наименее загрязненных зон и переходить к наиболее загрязненным, а также с более высоких к более низким уровнем, чтобы мусор мог упасть на пол. Особое внимание во время процедуры очистки и дезинфекции стоит обратить на ручки дверей, поручни, подлокотники кресел, откидные столики, пряжки ремней безопасности и другие пластмассовые, металлические или кожаные части спинок сидений. Необходимо продумать и внедрить процедуру утилизации использованных масок, перчаток и салфеток в транспорте. Утилизировать их необходимо в плотно закрывающиеся пластиковые пакеты. Водителю необходимо постоянно соблюдать социальную дистанцию 1,5–2 метра, отказаться от рукопожатий и использовать другие бесконтактные методы приветствия. Водитель обязан носить маску на протяжении всего пути, и по возможности необходимо предоставить маски пассажирам. Во внедорожниках рекомендуется перевозить не более 2 пассажиров на заднем сидении. Водитель обязательно должен измерять температуру своего тела, по возможности 2 раза в день. В транспортном средстве рекомендуется установить бесконтактный локтевой санитайзер для пассажиров. Необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующего средства в дозаторе на каждый день работы. Необходимо разместить в транспортном средстве в наиболее видных местах информационно-образовательные материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Водители и пассажиры должны быть обеспечены запасом одноразовых масок, исходя из продолжительности поездки. Смена маски должна быть не реже, чем 1 раз в 3 часа. По возможности изолируйте рабочее место водителя и другого обслуживающего персонала в транспортном средстве. Изоляцию можно сделать при помощи пластиковых прозрачных ограждений. Размещение пассажиров для микроавтобусов. Все пассажиры должны располагаться на промаркированных сидячих местах. Где есть 2 сидячих места, размещается только 1 пассажир. В одном ряду микроавтобуса, где имеется 3–4 сидячих места, должны располагаться максимум 2 пассажира с посадкой каждого около окна. При длительных маршрутах должно проводиться проветривание салона транспортного средства. Рекомендовано проветривание каждые 2 часа. Соблюдая все предложенные нами рекомендации для автотранспорта, мы сможем остановить распространение коронавируса и победить эту болезнь.